100 лет исполнилось Евдокии Павловне Григорьевой, ровеснице республики, ветеран Великой Отечественной войны. В строю она была почти с самого начала военных действий, окончила курсы водителей и служила в авиачасти. По мере движения фронта побывала в Новороссийске, Польше, Германии, где с товарищами даже расписалась на здании Рейхстага. Довелось ей видеть все освобожденные концлагеря. Награждена орденом Отечественной войны, второй степени и медалями за освобождение Варшавы и за оборону Кавказа. И в свои 100 лет она до сих пор бодра и жизнерадостна. Любовь Лапина о героине. 41-й Евдокия Павловна встретила в Москве. Туда она приехала из родной Пензы к тете. Устроилась на работу в столовую военно-политической академии имени Ленина. Ее в октябре эвакуировали в Башкирию. И в мае месяце уже там забирали всех, всю военную часть на фронт. А в этом уже в мае месяце нас забрали, обслугу тоже послали на фронт. Ровно за 3 года до Великой Победы, 9 мая 42-го, Евдокия Павловна перешла в ряды Красной Армии. Там определились шоферы, шли ожесточенные бои за Кавказ, жили в окопах, голодали, но сопротивлялись. В авиачасти девушек служило много, круглосуточно не охраняли аэродромы. Снаряды набивали, чтобы не сорвать вылеты. Так что работы хватало. Не пришлось ни спать, ничего. С Кавказа водителей вместе с авиачастью перебросили на Первый Белорусский фронт. Евдокия Григорьева прошла Белоруссию, Западную Украину, освобождала Польшу. Люблин оставил особо тяжелое впечатление. Страсть там была такая, сжигали наших пленных. Сначала пытали в одной комнате, цементированные были эти столы, на этих столах. Пытали, раздевали, у кого у девушек даже косы обрезали, бросали в угол, там эти, потом золото, что ли, искали, подошвы отрывали. Вот. Во второй заводили, уже пускали сверху в отверстие газ, и газом морили, а потом уже выносили к печам, тут третью комнату. Затем была Варшава, встреча с союзниками и окружение Берлина. Фронтовому водителю удалось даже оставить подпись на стенах Рейхстага. Половина Рейхстага была разбита, купол весь. Эти окна были все кирпичом выложены, и стеклышки маленькие поставлены. Вот. Ну, что, расписывались, там все было расписано. Негде было писать, кто чем писал. Сразу после победы она уехала в Пензу к матери. Ее она не видела 7 долгих лет. Там встретилась и с братом, который также прошел всю войну. В 48-м переехала в Ухту, трудилась на коммутаторе и на газовой котельной. Здесь же познакомилась с мужем, с которым счастливо прожила 60 лет. Ранение и контузия на Курской дуге оставили отпечаток на здоровье супруга, и его уже нет в живых. А сама Евдокия Павловна хранит память о нем. А еще гордится своим водительским стажем. 73 года и ни одной аварии. Любовь Лапина, Роман Истомин, Евгений Грох, телеканал Юрган, Ухта.